Ассаламу алейкум, курметті достар. Менің атым Еркін. Вы находитесь на моем канале. Сегодня речь пойдет о том, как я писал свои стихотворения, о чем я писал, для чего я писал. Все стихотворения были написаны еще в далеком 22 году, когда я проживал на территории России. Первое стихотворение я написал «Я сын великого казахского народа», которое вы, возможно, вы уже слышали. Я публиковал на своем канале. Я сын великого казахского народа, мой род Черкеш и клич мой Шаграй. Хоть и рожден вдали от своего народа, тобой пропитан я, казахский край. Моя ты степь, равнины, горы, ветер свободы, запах лошадей. Твои бескрайние, могучие просторы, мой Казахстан, я сын твоих степей. То есть это стихотворение было написано после того, как я переехал, вернее, первый раз поехал в Казахстан. Ну, не то, что в Казахстан, а в Южный Казахстан. Мы с другом проехали через весь Южный Казахстан, то есть начиная от Алматы, Туркестан, Тарас, Шымкент. Все эти города проехали через Уральск, в Саратов, то есть и потом доехал до Москвы, потому что я на тот момент работал и жил в Москве. Вот. Это было первое стихотворение, то есть я сидел на рабочем месте, на работе, вот, и мне захотелось написать, то есть я первые строки вот эти написал: «Я сын великого казахского народа, мой род Черкеш и клич мой Шаграй». Я отложил в сторону, вот, и когда у меня было свободное время, то есть я постоянно смотрел на этот листочек, хотел дописать его, вот, и когда появилось свободное время, я решил его дописать, и мне просто полилось из меня, я просто записывал, то есть не писал стихотворение, думая, там, да, зачеркивая, как некоторые поэты, а именно записывал быстрее записать, чтобы успеть. И вот так сложилось это стихотворение. Потом я его везде опубликовал, во всех соцсетях российских и в разных группах национальных, народных, и ногайских, и казахских. Ну, вот, и, соответственно, услышал много приятных слов поддержки. Далее стихотворения пошли у меня после просмотра сериала «Оян Казак» Маржака Абдулатова. Мне друг из Алматы прислал ссылку на YouTube. На YouTube как раз таки этот сериал только вышел на телеканале «Казахстан». То есть не как фильм, да, потом впоследствии он вышел, а именно сериал. Сериал тогда был мало популярен, я так понял, потому что там было всего лишь 14 тысяч просмотров на каждой серии. Но он шел с субтитрами, этот сериал. И, соответственно, мне было, во-первых, и так приятно было смотреть сам сериал художественный, и плюс еще то, что было на русском, мне было проще читать, соответственно. Вот. После просмотра сериала я был вообще в шоке, если честно сказать, потому что я не знал той истории, которая была там показана, то есть про Голодомор, про шашлык, про значимые события, которые происходили в тот период, в 30-е, 20-е годы. Вот. И после этого сериала я написал стихотворение про Маржаху Абдулатову. Вот. То есть, как я представлял, то есть, то, что я находился во сне все это время, вот, и как я это представлял. В тумане бледно-голубом, степей зеленых очертания, во снах брожу со стариком, я слышу звук его дыхания. Он мне так близок и знаком, как будто знал его и раньше. В тахье и с длинным сюртуком, отделанным из серой замши. Он каждый раз стих бормотал, еле слышно что-то на казахском. Однажды он мне показал, тот стих написан на арабском. Услышав громкую строку, сложились пазлы воедино. Проснулся резко в ледяном поту, а в голове моя картина. Пытался разбудить меня в стихах, как раньше он стремился разбудить казахов. Көзіңді уян казак. Тем стариком был Маржака Абдулатов. То есть он пытался меня разбудить во сне. Ну, тот сон — это не сон физический, как вот спишь, да, а сон с открытыми глазами. Я ходил и спал, и ничего не видел, не замечал, что казах — это не просто вот обложка, да, как вот в России, допустим, внешне там или там в празднике там. Как я сейчас впоследствии прочитаю еще стихотворение, которое
описывает то, что я как раз таки видел именно в казах российских после того, как я уже проснулся. То есть я за собой этого не замечал, но сам таким же был. Стихотворение называется, ну, по сути, без названия, но это как раз раскрывает: «Снимите свои маски безразличия, как будто это все касается не вас. Для вас ведь лучше просто притвориться, смешно со стороны смотреть на вас. Вокруг так много виноватых, что вам не передали ваш язык. Сквозь ваши зубы, словно тисками сжатый, не может вырваться родной язык. Ваши отмазки всем давно известны, что рождены не там и не с кем говорить, но ваши фокусы давно не интересны. Может, пора язык свой изучить. Но скажете вы все, зачем мне это? Ведь я живу в другой стране. Казах я только лишь для интернета, и только в празднике с домброй и на коне. А так для всех обычный парень, таких как я здесь миллион. Хоть и лицом я не боярин, но всем стремлением хочу я быть как он. Вы проявите хоть каплю уважения к своему родному языку, ведь ваш род имеет продолжение, и что вы завтра скажете ему? Прости, сынок, не думал я об этом, что важен наш родной язык. Я жил с чужим менталитетом, и мудрости родного языка я не постиг. Мораль сей басни такова: не забывайте, кто вы и откуда, пока жива ваша казахская душа, живы вы для своего народа». То есть вот это стихотворение написал. Потом написал стихотворение «Козында шуян казах». Это Так много говорите о казахском. не переписал стихотворение, как некоторые пишут мне, то, что Маржахет Дулатов боролся за независимость, и ты тут вообще о чем пишешь? Я писал о совсем другом. Я писал о том, чтобы народ, казахи, да, которые живут на территории России, да, чтобы они, как я, вот, допустим, пробудились, да, то есть не пробудились, не так вот, не в том плане, сейчас, потому что сам тоже размышляю по этому поводу и смотрю, когда российские казахи, допустим, и они мне потом писали, после этих стихотворений мне писали: для чего, зачем, ты сам такой же российский, почему ты вот это пишешь? Ну, я согласен, что я такой же был, но потом я начал изучать, начал историю копаться, начал. Летели стрелы по степи, так много, словно саранча. Косили всех стремительно они, не разделяя друга на врага. Алаш наш клич, он словно гром, пронесся беркутом в степи. Одним большим кулаком собрались для решающей войны великий хан Абулхаир и представители жузов 3, казахов всех объединив, за 40 дней разбили мы врагов. Тот бой был у подножия гор Анракай. Жунгарами сошлись в решающем сражении. Батыры бились за наш край. Враги вкусили горесть поражений. Глубже, не так вот поверхностно, да, там, на той, допустим, да, песню спели, потанцевали под казахские песни, все, ты считаешься казах? Нет. Надо знать историю, надо знать обычаи, традиции, да. Потом я снимал еще проект ММР, я вам в дальнейшем, ну, после этого видео еще потом запишу и расскажу о нем, о чем, как я хотел узнать, почему за 30 лет никто ничего не знал, ну, вернее, стер всю информацию. Именно многие люди там рассказали, уже старшее поколение, я именно у них уточнял, почему так случилось. И они мне ответили, по сути, там, ну, я вам покажу попозже. Ну, вот. Стихотворение «Козында шуян казах» — это тоже, она пыталась, чтобы я пытался пробудить в казахах, чтобы как-то, хотя ковырнуть, да, ну, их как-то ткнуть лицом, да, и показать, что вот надо, вот на это посмотрите, обратите внимание, очнитесь уже, язык-то где. Ну, хотя я сам приехал в Казахстан, чтобы изучить, да, язык, потому что у нас окружение, никто не разговаривает на казахском языке. Все факультативы, ну, по крайней мере, Саратовской области закрыты, нету казахского языка, не обучает никто казахскому языку, ни в школах, ни просто даже в курсах. Онлайн только, ну, опять же, онлайн, где по России, это российские казахи, опять же, не так разговаривают, как в Казахстане. Вот сейчас я нахожусь в Казахстане, я много чего начал вспоминать с детства, когда я с Ажи жил. Где моя родина? Люди, подскажите. Совсем утратил я души покой.
Я не могу уже определить, где ж все-таки мой дом родной. Там, где бескрайние равнины, горно-лесные пояса, там пролетающие стаи журавлиной, мы, провожая взглядом, смотрим в небеса. Там, где березы белые в стволах, там ржи нескошенное поле. Там первая любовь осталась на моих устах. Там соль земли, безвольного героя. А может, моя родина другая, там, где предки были рождены, там степь раскинута без края, там слышу голос радеющей души. Там ветер дышит по-иному, для него преград там нет. Там все так близко по-родному, там я чувствую предков завет. Там люди будто зеркала, я вижу в каждом отражении, как будто бы земля всегда ждала и строила пути и мосты для моего возвращения. Вот. Далее я начал писать стихотворения. Еще, кстати, до стихотворения «Я сын великого казахского народа» я писал там про Оже, писал стихотворение, которое я также публиковал, про степь писал я то, что я представлял себе, как в детстве я вот скачу на лошади там. Гоняя ветер по степи, мой резвый конь, меня неси. Расправив руки, я лечу, свободным воздухом дышу. Быстрый тулпар, летящий конь, ты так красив, словно огонь. С тобой похожи мы в одном, в свободу ты, как я, влюблен. Вот, и, соответственно, и про тюльпаны писал. Много стихотворений, которые потерялись. Вот, и, соответственно, я не смогу их опубликовать, но есть стихотворения, которые есть в Инстаграме, находятся. Ссылку я вам добавлю в описании, соответственно, можете посмотреть и почитать, послушать стихотворение. Вот. Следующее стихотворение я написал, это называется «Борьба». Борьба. У всех поэтов в стихах борьба. Все борются за что-то в мире этом. Кто за любовь, ушедшую от грусти память теребя, а кто за смерть, собрав всех на дуэль поэтов. А я борюсь за наш народ, чтобы не теряли свои корни. Ведь даже века не пройдет, мы будем словно дети беспризорны. Не будем знать родного языка, не будем знать, откуда мы и кто мы, не будем знать жития-то, да даже румы свой не вспомним. Вы вряд ли этого хотите, но мы ведь к этому стремительно идем. Пока вы все с открытыми глазами спите, мы катимся туда, откуда выход не найдем. То есть это стихотворение, опять же, я подчеркиваю то, что мое стремление, да, то, что я хотел пробудить их стихотворениями. Думал, если писать об истории, то есть, вернее, писал об истории статьи и публиковал их ВКонтакте, там у нас страница была фонда Устар, публиковал там. И лайки набирает, где на русском лайки набирает там, да, просмотры, где на казахском вообще даже никто не смотрит, потому что они не знают, как перевести. Даже элементарно взять, скопировать текст, вставить в переводчик и прочитать, о чем написано. Даже этого не делают люди. Просто им нужно на блюдечке принести вот, на русском языке и показать. Вот так я это видел. Потому что некоторые мне писали там, напиши про РУ, допустим, да, там у нас часто, я знаю, в Казахстане никто не делится на рода, да, мы состоим из родов, да, из племен, а там делятся. Вот, и, соответственно, многие писали там, напиши мне про Алаша, напиши мне про это. Я говорю, элементарно, вы можете написать в поиске, да, там, в Гугле или Яндексе, написать там Алаша, допустим, РУ, и все выйдет информация, читайте, пожалуйста. Никто не хочет, им нужно, чтобы написали, им отправили в личку, то есть до такой степени. И это не сейчас вы не думаете, что я приехал в Казахстан, там, как некоторые в комментариях пишут, только уехал из России, уже парафинишь нас. Я не парафинил вас, я пытался показать вам, и причем это не только сейчас, это с 23-го года еще пытался показать. Дальше были стихотворения вот уже обо мне касаются, то есть «Заблудший сын кочующей степи». Заблудший сын кочующей степи, вдали от сердца своего народа, познавший истину родной души, затосковал в стенах родного дома. Не зная праведность пути, он шел по зову своего народа. Он был рожден в немой степи, не знающий языка родного. Путь был и сложен, и тернист, его вела невидимая сила.
Под звук домбры и ветра свист родная степь его манила. И в том краю, где предков стан, туда вела его дорога. Там дух степей, там Казахстан. Обрел он там души свободу. Это как раз таки стихотворение обо мне. То есть я последнее стихотворение писал о себе, то есть хоть и в третьем лице, возможно, но писал о себе, то есть как я это вижу. Потому что я понял, что если писать казах российский, вот, пробудить их, да, они не пробуждаются никак. Что-то делать никак. Когда начал писать в третьем лице о себе, и тем самым показываю, что я как сам все это пережил, все это прошел, и все это сразу люди по-другому начали реагировать. Но опять же, не многие. Вот, и я даже уверен в том, что сейчас даже в комментариях начнут мне писать там то, что я, возможно, в какой-то степени не прав. Я так соскучился по краю, в котором не был я рожден. Душа моя там расцветает, там мой по праву отчий дом. Все говорят, где ты родился, там пригодишься ты всегда. Но я как раненая птица, не чувствую силы крыла. Я здесь как будто бы чужой, я словно белая ворона. Не слышу я язык родной, он для меня давно искомый. Я так хочу в родную степь свободным ветром надышаться. И в мираже на горизонте солнечного дня резвым конем по ней промчаться. Вот, ну, я попытался, самое главное, попробовал, попытался, хоть что-то, хоть как-то, какой-то вклад я внес. Вот, хотя мне друг с Алматы, Абулхаир, он мне давно говорил, что нет смысла никакого пытаться их разбудить, потому что они уже все, они уже потеряны. Они уже считают себя, ну, казахами считают себя, ну, в обличии казахов, а внутри уже нет. Писал стихотворение на казахском языке, то есть... Давайте будем на казахском говорить. Не только в праздники, но и с родителями дома. Ведь так не сможем мы его забыть. А кто забыл, тогда мы дружно все напомним. Давайте на казахском будем песни петь, оттачивая слов произношения. Давайте на казахском пить и есть, за дастарханом собравшись в семейном окружении. Давайте по-казахски будем жить, изучим все традиции и культуру. Давайте на казахском будем говорить, и вспомним мы свою натуру. То есть это как раз таки тоже стихотворение в то время я писал, да, в 23-м году, пытаясь как-то заставить людей, чтобы они начали изучать, подтолкнуть их, потому что у нас как раз в то время еще были курсы казахского языка в фонде Достар. Вот. Я, соответственно, эти стихотворения тоже писал, чтобы люди, вот, есть курсы, вот я написал стихотворение, да, там многие пишут, о, классно, там, есть же курсы, вот, пожалуйста, идите, курсы изучайте. Ну, записывалось там небольшое количество людей, и потом они почему-то куда-то исчезали, эти люди, ну, молодежь, я не знаю почему, что их останавливало. Ну, а дальше у нас закрыли, соответственно, организацию фонда Достар, курс казахского языка и дамбры. Вот, соответственно, у нас ничего не осталось. Потом мы занимались концертным агентством «Юрике», был создан. И, соответственно, потом запретили проводить концерты с иностранными гражданами в Саратовской области. Вот, и после чего я уже сюда переехал. Стихотворение я не публиковал, именно публиковал в социальных сетях, вот, а не печатал их. Потому что мне предлагали распечатать, но я отказался, потому что ну, я просто думаю, что не всем будет понятно, о чем я писал. Возможно, подумают, что инакомыслие, возможно, подумают, что я пытался там как-то разделить или что-то сделать. И поэтому я не публиковал стихотворение. Вот, а в Казахстане, возможно, опубликую. Когда все, документы все подготовлю, все сделаю, потому что сейчас на данный момент я даже некогда мне записать ролик. Я вот записываю в таких, ну, записываю дома, вот, и потому что сейчас документы, работа, это все нужно успеть все сделать, вот, и потом далее уже больше буду снимать, больше буду показывать вам, о себе рассказывать.
Также хотел вас поблагодарить за поддержку, что вы меня поддерживаете, за то, что вы мне пишете слова поддержки. Также хотел поблагодарить и тех людей, которые против, которые пишут мне, возможно, не самые приятные слова, но при этом они помогают продвижению всех роликов. Хотел вас попросить, чтобы вы ставили лайки, писали комментарии, подписывались на канал, чтобы было нас больше, интереснее было на канале. Забытый край, любовь к степи, где ветер помнит голос предков. Ты песня, что в душе кричит, за стенами не видевшая света. Здесь каждый камень след отцов, тропа натоптанная силой, а я брожу в тумане снов, ведь ты как сон неповторима. О, эти дали без конца и края, в них пепел звезд и пыль былых побед. Моя любовь, как крик прощальный, ушедший в небо, а ответа нет. Но если сердце вдруг заплачет, прижмусь к земле, как матери к груди. Пусть я чужой, но крик мой что-то значит, ведь без тебя мне путь обратно не найти.